Хайырлы сағатта, хөрмәтле милләттәшләр. Һеҙҙе Силәбе башҡорттарының үткәнен, бөгөнгөһөн һәм киләсәген сағылдырған Уралым тапшырыуында сәләмләйбеҙ. Һаумыһығыҙ. Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы рады приветствовать вас на главной передаче «Башкир» Челябинской области в программе «Уралым». Депутат Государственной Думы Владимир Бурматов о башкирской культуре. Здорово, что эти традиции не утрачиваются, что они передаются из поколения в поколение. Во всех уголках Челябинской области отмечают Сабантуй. Мы смотрели концерт. В гостях у Башкир Севера. Так уж сложилось, Сабантуй давно расширил свои границы и стал праздником не только работников сельского хозяйства, но и местом встречи близких, родственников и друзей. В теплый летний день наша редакция отправилась на Сабантуй Кунашакского района. Команда «Уралым» помимо освещения праздника решила организовать фотоконкурс. К творческому проекту присоединились и дилеры отечественного автопрома компании «Автоальянс». Они выставили 2 машины марки УАЗ с логотипами башкирских организаций Челябинска. Предприятия на этом празднике представляют свою продукцию, которые могут заинтересовать жителей села. Поэтому и мы, конечно же, тоже привезли свои автомобили, которые, я думаю, очень интересные. Кунашакцы подходили к журналистам не только с вопросами по участию в конкурсе. Они охотно делились историей своей семьи, рассказали о знаменитых земляках, о местной топонимике, забирали газету «Уралым». Свежий номер национального издания заинтересовал не только местных жителей, которые являются постоянными читателями, но и депутата Государственной Думы Владимира Бурматова. Здорово, что эти традиции не утрачиваются, что они передаются из поколения в поколение, и мы тоже стараемся их поддерживать и всячески помогать. Надо заметить, что главным украшением праздника стали юрты, а еще были самые зрелищные конные скачки, соревнования претендентов в борьбе куреш и других видов игр. Челябинский Сабантуй традиционно проходил в Саду Победы. Формат городского праздника хоть и отличался от своих сельских предшественников, однако не потерял свой национальный окрас. Мы смотрели концерт, потом борьбу смотрели, потом мы смотрели магазины. Трудно сохранить свою религию, не зная своего языка, свою культуру и свои традиции. Поэтому Сабантуй очень важная часть этого. И хотелось бы пожелать, что пусть Елсейн, каждый ел намашлый был, чтобы совпадало все праздники не во время ураза, а вот после или до. Желаю другим также изучать нашу культуру, нашу традицию, религию. Это очень здорово. Борьба куреш проходила на высоком уровне. Сами участники и организатор, сын легендарного тренера, основателя Уральской школы дзюдо Хариса Юсупова, Марис Юсупов, придали ему такой статус. Среди спортсменов были чемпионы мира и первенства России с Южного Урала и соседних республик. После ожесточенных схваток абсолютным батыром Сабантуя стал гость из Мариэля Муса Галямов. Здесь были и мастера спорта, и призеры, чемпионы России, чемпионы мира. Это на самом деле гордость борьбы куреш, гордость борьбы на поясах России. И я рад, что сегодня они приехали. Да, пусть челябинцам не так много призов досталось, но я рад, что наши челябинские зрители увидели борьбу настоящих мастеров. Легендарный спортсмен, сын легендарного спортсмена вручил подарок, абсолютный приз. Для меня это приятно. Бытом башкир можно было ознакомиться в юртах. Активисты Чебаркульского Курултая разукрасили древнее жилище башкир национальной утварью и позаботились о создании подворья. Встречали горожан мелодии кубыза и курая. Во второй юрте, выставленной центром башкирской и татарской культуры, Кабир Емилов проводил экскурсию желающим. Привезли одежду. Вот у нас находится подлинник, это башкирский сорок, настоящий, хорошей сохранности. Привезли башкирские передники, привезли башкирские паласы, шаршау. Вот многие не знают, что такое шаршау. Вот мы здесь нашли старинный, которым больше 100 лет. И привезли предметы, конечно, быта. Городской Сабантуй завершился праздничным концертом. Со сцены выступили артисты Башкирской государственной филармонии имени Хусейна Ахметова Республики Башкортостан. Üzerinde sıkkan halk kırdarla bir kuvularda. Biz onlardan öğrenebiliriz.
Визит в города Когалым, Сургут было связано с освящением национального праздника Сабантуй. Первый день съемок проходил в городе Когалыме, где многочисленные уроженцы Башкортостана собрались отпраздновать главный национальный праздник лета. Сабантуй стал для наших соотечественников местом встречи земляков, проживающих вдали от малой родины, а таковых в городе насчитывается более 2000 человек. Ayırma yok bizde. Tatarlar, Başkırtlar, biz birden. Başkırtistan'a kaynar selam. Bütün dostlarga. Nuriman rayonu İşmurat avlu. Uşak rayonu Resul avluna. Татарстанның Нурлат шәһәре. Татарстан бugün шәһәре. Очень активно проходит, народу очень много, как видите. Собираемся, устраиваем вечера, устраиваем мастер-классы. Смотреть на своих земляков из Башкирии, ну и вообще ощутить дух этого мероприятия. Шулай бүген Сабантуйга килдек. Күңеле матур, концерт бик матур. Сабантуй бәйрәмнәрендә шул хәтлем искә төшә, менә үзебезнең туган якларда Сабантуйларны искә төшә. 2 ел уже яшәем. Менә балам уже бар. Уфаннан килдем. Здесь в Башкирии очень много. Общаемся и с одногруппниками вместе учились, с которыми, и просто знакомимся с которыми. К организации национального праздника подключаются и знаменитые выходцы из Башкортостана. Среди них генеральный директор ООО «Лукойл» Западная Сибирь Сергей Кочкуров и глава города Когалыма Николай Пальчиков. Большое количество именно башкир-татар у нас в городе проживает. Мы стараемся создать эти условия для того, чтобы они не забывали свою культуру. Родился в Башкирии, учился в школе в Башкирии, институт Уфимский нефтегазовый заканчивал в Башкирии. Поэтому с молоком матери, наверное, вот есть у меня что-то внутри. Внутри у меня много знакомых, много друзей башкир, так что вот родное мое. В этом году впервые городской Сабантуй посетил и полпред Башкортостана в Уральском регионе Амур Хабибулин, который, помимо прочего, осуществляет свою деятельность и на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Со сцены он зачитал поздравления с Сабантуем главы Республики Башкортостан Рустема Хамитова и отметил благодарственными письмами, памятными подарками общественных деятелей города. Артисты башкирской филармонии города Стерлитамака украсили праздник своими выступлениями. Они уже второй год радуют своих соотечественников родными мелодиями и танцами. Пожалуй, самым зрелищным событием Сабантуя традиционно стала борьба куреш. Главным судьей на протяжении многих лет является уроженец Башкортостана Марат Ибраков. Спортсмен боролся и учился у именитых борцов Юсуповых и Ильясовых. На следующий день делегация из Челябинска переместилась в город Сургут, где прошел окружной Сабантуй Ханты-Мансийского автономного округа. В рамках национального праздника глава города Вадим Шувалов встретился с официальным представителем Республики Башкортостан в Уральском федеральном округе. Участники встречи обсудили перспективы экономического и культурного сотрудничества между Сургутом и республикой. Амур Хабибулин рассказал, что предприниматели Уфы и Стерлитамака готовы представить для сургутского рынка свою молочную продукцию и знаменитый башкирский мед. Кроме того, жителям Сургута Башкортостан предлагает услуги по оздоровлению в санаториях и современных медицинских центрах. Мы неразрывны, мы вместе. И именно освоение Западной Сибири, нефтяных месторождений начиналось. Представители были таких республик, где уже были профессионалы по добыче нефти и газа. И поэтому первые люди, которые появились, это были башкиры. После приема в администрации гости сразу же отправились на Сабантуй. Башкиры округа достойно представили делегации из Сургута, Нижневартовского района, Нефтеюганска, Когалыма, Нягани, Ханты-Мансийска. Әлбәттә, башкорт осталары монда бик кирәк булды. Шуңа башкортлар монда күп. Бүгенге көндә примерно 46 мең. Башкортстанда ханып кайтабыз. Безнең Башкортстаныбыз бик бай республика. Алла бирһә, менә ошо оешма менән Башкортстанда ла сыгыш шәһәргә уйлап калам. Ошайтып елына бер мәртәбә бер туздырып Сабантуйга күңелдә асып алабыз да,
В этом году впервые в рамках Сабантуя прошел конкурс национальных юрт и подворий. По решению жюри первое место заняла юрта с подворьем Сургутской общественной организации «Башкирская национальная культурная автономия Курай» под руководством Зульфиры Италмасовой. При этой же автономии существует коллектив танца «Шатлык», объединяющий около 60 человек, влюбленных в народную хореографию. Третью пятилетку держим звание народной, поэтому коллектив не одни такие хорошие городские мероприятия, всегда Шатлык приглашен, его город знает, любит, у нас очень шикарные костюмы. В первое время скучно было, думал, ой, там незнакомые, там в деревне, скажем, здороваешься, почти что за руку бабушкам, а он говорит, а тут сейчас почти так же, и все в районе, всех знаешь, башкиры встречают, издалека кричат там. Ну, мне очень нравится положение башкир. Большая часть направлена была, конечно, на соревновательные моменты, такие как борьба, там, бег с ложками, и в таком направлении, которое было интересно детям и взрослым. У северян есть и своя башкирская газета «Миллет Нуры». Главный редактор Бурангул Галин признается, что газета пользуется популярностью у населения. Она освещает жизнь выходцев из Башкортостана, которые трудятся вдали от малой родины. Издание выходит тиражом в 1000 экземпляров на русском и башкирском языках. Финансовую поддержку оказывает местный предприниматель Ирик Максютов. У нас создалась общая команда единомышленников. И вот мы создали вот такую добротную газету. На празднике нам встретились уроженцы Челябинской области Ринат Шагапов и Гузель Валеева. Они приехали сюда по работе, обзавелись семьями и остались жить. Однако южноуральцы не забывают свою родину. Во время Сабантуя начался дождь, но он не омрачил настроение присутствующих на празднике. По мнению руководителя Нижневартовской общественной организации «Курай» Рины Залиловой, дождливое лето связано с проведением обряда Каргатуй, который наши предки прибегали за помощью в засуху, чтобы вызвать дождь. Впрочем, даже власти города с большим трепетом относятся к традициям башкир. На празднике глава Сургута Вадим Шувалов лично участвовал в древнем обряде, где нужно было загадать желание и бросить перышко в воду. Творческая команда «Уралым» объявляет конкурс, где любой желающий сможет принять участие и получить призы и возможность выхода в эфир областного телеканала. Снимите видеоролик с любого Сабантуя и выложите их в соцсетях с хэштегом «Сабантуй Уралым» до 18 июля 2017 года. Празднование национального торжества тюркских народов завершится на Южном Урале 8 июля областным Сабантуем в городе Троицке. Безде ОТВ каналында көтөп калыгыз. Киләһә осрашкандарга тиклем һау булыгыз.